В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшекшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске о задачах налоговых органов по исполнению доходной части бюджета страны, намеченных мероприятиях по выводу из тени субъектов, занятых в туристической сфере. Пресс-конференция Даура Курмазия. Как сохранить заповедники Абхазии? Специальный репортаж программы. Мы одной крови. Акция в Сухуме ко дню донора. О задачах, стоящих перед налоговыми органами по исполнению доходной части бюджета страны, намеченных мероприятиях по выводу из тени субъектов, занятых в туристической сфере, рассказал министр по налогам и сборам Даур Курмазия на пресс-конференции Варс Мира. Подробности в репортаже Симы Аргун. Летний сезон – это не только прекрасное время для отдыха, но и для работы предпринимателей, которые имеют хорошую возможность увеличить свои доходы. Соответственно, должны увеличиться и поступления в бюджет. Для нашей курортной страны это самое активное время, если его продуктивно использовать. Министр по налогам и сборам Даур Курмазия подчеркнул, что пристального внимания требуют такие направления работы, как легализация наемного труда и обеспечение мер по выявлению незарегистрированных фирм и физических лиц, занимающихся незаконной деятельностью по обслуживанию туристов. Также, по его словам, особого внимания налоговиков в период курортного сезона требуют сферы торговли, общественного питания и услуг в местах массового отдыха. По словам Даура Курмазия, ведется максимальный учет налогоплательщиков. Перед сезоном проведена инвентаризация во всех курортных городах страны. Подготовка к курортному сезону налоговыми органами в этом году началась еще зимой. Был сформирован четкий перечень форм регулярной отчетности, которые должны были представлять нам отделы инспекции на местах, центральный аппарат в управлении. Задача состояла в обеспечении максимального учета налогоплательщиков. На данный момент определенный результат достигнут. Вслед за этим последовали мероприятия инвентаризационного характера в сфере оказания услуг в гостиничном секторе. В малых средствах размещения проведены инвентаризации в Гудаузском и Гагарском районе. Представлены сведения об объектах города Сухум и Сухумского Гульрифского районов. Одной из проблем в налогообложении, с которыми сталкивается ведомство, Курмазия считает регистрацию объектов отдыха гостиничного типа как гостевых домов. Таким способом владельцы пытаются уйти от уплаты налогов. По словам министра, эту проблему они будут решать подворным инвентаризационным обходом. Даур Курмазия предупредил, что налоговые органы проведут определенную работу, чтобы вывести из тени неорганизованный сектор, осуществляющий предпринимательскую деятельность в туристической отрасли. Последующие мероприятия будут носить выездной характер на предмет наличия документов, подтверждающих постановку на учет тех или иных юридических и физических лиц. Такие мероприятия уже были проведены, первичный этап уже осуществлен, были проведены мероприятия по организациям, осуществляющим экскурсионное обслуживание туристов, и по лицам, оказывающим транспортные услуги. Были выявлены определенные нарушения, работа в этом направлении ведется, лица становятся на учет и собираются платить налоги. В прошлом году налоговые поступления пополнили государственную казну больше, чем на 2 миллиарда рублей. В этом, по прогнозам министерства, ожидается чуть меньше 3 миллиардов. Кроме того, по словам Курмазия, самыми крупными налогоплательщиками, образующими бюджет страны, являются сотовые компании, перерабатывающие предприятия и другие объекты. При этом министр рассказал и о тех, кто по каким-то причинам не платит или не может платить налоги. Общая сумма задолженности составляет 437 миллионов рублей. Пока трудно строить прогнозы до окончания года. На данный момент мы пока оцениваем текущие показатели. На коллегии озвучивались прогнозируемые данные. За первые полгода у нас уже зафиксированы определенные потери. Выпадение из бюджета – это рыбоперерабатывающая отрасль. И за первые полгода, к сожалению, не было поступлений по предприятиям, осуществляющим деятельность по инвестпрограмме. Главный налоговик страны подчеркнул, что темпы роста поступлений в бюджеты всех уровней должны увеличиваться. Именно такую задачу ставит перед налоговиками правительство Абхазии. Сима Аргун, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. С наступлением лета усилился и поток машин на дорогах Абхазии, и, конечно же, в столице. В каком состоянии улица Сухума? На что жалуются автомобилисты? Об этом наш следующий репортаж.
Несмотря на ремонтные работы, которые городские власти периодически проводят, ситуация все еще оставляет желать лучшего. Как говорится, яма на яме, что, безусловно, доставляет неудобства автовладельцам. Не говоря уже о пешеходах, которые ввиду отсутствия тротуаров иной раз даже вынуждены ходить по проезжей части. Наверное, нет ни одного жителя или же гостя столицы, который не узнал бы это место. Центральная трасса, где сосредоточена большая остановка общественного транспорта. Дороги здесь, к сожалению, находятся просто в критическом состоянии. Помимо банального неудобства, автовладельцы жалуются на частую поломку своих автомобилей из-за многочисленных ухабов и ям, объехать которые практически невозможно. Мы делали обращение, приходила сюда женщина, подписи собирала, отправляли, кому было адресовано, я точно не могу сказать, но было такое обращение, подписи собирали неоднократно. Ну, вы сами видите, состояние дорог, никто ничего не делает. Как было, так есть. Машины ломаются очень часто, запчасти дорогие. Мы своими силами устраняем, делаем, но это накладно очень. И поэтому просим, если пусть изыщут какие-то, я не знаю, средства, чтобы сделать вот это хотя бы участок. Здесь троллейбусы ходят, автобусы ходят, не только маршрутки здесь. Остатки тротуаров, прокладки еще советских времен, стремительные потоки канализации, усиливающиеся при каждом ливне, наспех залатанные огромные ямы, портящие без того нелицеприятную картину наших дорог. Довольно-таки грустная реальность. Это вот центральная улица считается, где, в общем, автотранспорт городской ходит. В общем, все транспорт убитый в связи с тем, что кругом ямы, в общем. А ямы эти не ремонтируются. При этом нельзя не заметить, что на одной из центральных улиц имени Владислава Ардзенба проведен основательный ремонт. Аккуратно заасфальтированные тротуары, которые еще недавно были в плачевном состоянии, сегодня радуют глаз. Мы решили обратиться в столичную администрацию, чтобы узнать, планируется ли проведение капитального ремонта других городских улиц. Начальник коммунального управления Дмитрий Ахуба поведал нам о том, что частичные ямочные ремонтные работы периодически проводятся силами администрации по улицам Эшба, Лакоба, Дзидзаря и другим. При этом он подчеркнул, что это трассы республиканского значения, поэтому их капитальным ремонтом займется госкомпания «Абхазавтодор». По улице Ладария там были проведены работы по утечке водопроводной сети, канализационные вопросы были решены. Будем проводить там ямочные работы. Также будут проводиться по улице Джона ямочные работы. Планируется по улице Проспекту Мира, по улице Сахарова. Они начаты и будут доведены до конца. По улице Конфедератов. И также будут проводиться ямочные работы по новому району, по улице Киараз и по улице Лагвилава. Есть дороги в городе, которые проходят через город, но они дороги федерального значения. Совместно с Абхазавтодором, сотрудниками Абхазавтодора и службами ДРСУ администрации города Сухум были составлены документы на данные дороги. Это дорога Лакоба, дорога Ардзенба, Эшба, Генерал Адбар, по улице Ладария. Были составлены документы, и в ближайшее время планируется Абхазавтодором с бюджета республиканского выполняться, там будет планироваться выполнение работ. По словам Ахуба, ямочные работы по ряду улиц столицы были отложены в связи с ремонтом водопроводных труб, там, где необходимо было произвести эти работы в первую очередь. В Абхазавтодор нам сообщили, что в инвестиционную программу заложены средства, предназначенные на ремонт столичных улиц, вслед за которым начнутся и работы по укладке тротуаров. На Алакове, Беслан Шинжерия, Абхазское телевидение. Как сохранить заповедники Абхазии? Как остановить незаконное строительство на заповедных территориях, у которых нет карт, четко ограничивающие их границы? Эта проблема существовала всегда, но узнали они недавно. И депутаты парламента из числа входящих в Комитет по аграрной политике, природным ресурсам и экологии решили взяться за ее решение. Но прежде с целью изучения ситуации выехали на место. Смотрите специальный репортаж программы.
Заповедных мест, где оберегаются и сохраняются редкие ценные растения, животные, уникальные природные зоны, в Абхазии много. Пицунда-Миссерский заповедник – один из них. Но у этой заповедной зоны нет карты. Для того, чтобы четко установить ее границы, нужна новая схема. А это привлечение специалистов, смета и, конечно же, финансы. С 2012 года мы как горох об стену бьем, и ничего мы не смогли сделать. Я вам могу показать вот даже план мероприятий по сохранению Пицунда-Миссерского госзаповедника. Понимаете? Вот этот месяц, этот план сметы мы составляли. Возглавлял тогда бывший вице-премьер странички. Но знаете, есть такая поговорка. Получил, говорит, я ваше письмо, но там, где вы деньги просите, я не получал. Почему-то, видимо, кому-то это интересно или неинтересно, может быть, что вот эти все дела как-то на тормозах спускались. Вот эту территорию сейчас могут определить по этой карте? Огородить забором? Очень тяжело. По деревьям видишь, специалист. Вот деревья, если пронумерованные, подойти, ну это видишь, опять же, это 10-тысячный масштаб. Но эта карта, вообще вот по этой карте ориентироваться сложно, я так понимаю, правильно? Здесь вот смотри, здесь что можно, ну, в принципе, ориентир дает, но если ты хочешь до точности, да, до там, 10 сантиметров, до миллиметра точности, это обязательно надо заново пройти, ориентир дает. Это видно, что морская сторона, здесь ничего не должно быть, идет это полностью заповедник. Повышенное внимание Пицунский заповедник себе привлек совсем недавно, и связан он был с незаконным строительством объектов отдыха. Факт вызвал в обществе большой резонанс, но мало кто знал, что у этой заповедной зоны нет карты, четко определяющей ее границы. Более того, здесь нет даже ограждения. Кое-где еще остался сеточный забор, но и он в плачевном состоянии. К примеру, эта уютная Апацха на самом берегу моря к территории заповедника не относится. Она за ее пределами. Чего не скажешь об интересном интерьере и самом входе в заведение. Они-то как раз пролегают через заповедную территорию, на ней и находятся. Другого пути к кафе нет. Та же история с лодочной станцией и другими постройками советского периода. Закон о заповедниках есть, и этот закон для всех. Для всего гражданского населения, для всего гражданского общества. Не только для заповедника или для администрации заповедника он написан, принят. Этому закону должны подчиняться и следовать все. В заповеднике любая какая-то хозяйственная деятельность запрещена. Вот эти вот строения были за пределами заповедника построены, но потихонечку они начали осваивать какие-то территории, как зоны отдыха. Для обслуживания этих объектов необходима дорога, им продукты нужно привезти, что-то, ну для обслуживания будем говорить. И это запрещено законом. У единственного заповедника Абхазии, находящегося в прибрежной зоне, нет ограждений. И получается, что любой желающий может не только сюда зайти, но даже заехать и строить здесь увеселительные заведения. 205 гектаров, на которых произрастают уникальные реликтовые сосны, потихоньку превращаются в зону развлечений и активного отдыха. Этот грузовик, груженный камнем, на территорию заповедника въехал без проблем. Даже увидев внушительную делегацию из депутатов парламента, специалистов различных ведомств и лесничих, прекращать свое дело он не собирался. Лишь при требовании показать документы, разрешающие здесь находиться, вышел из себя. Как оказалось, его небольшое кафе расположено на береговой зоне. Как раз сейчас он приводит его в порядок, укрепляет фундамент. И то, что кафе построено впритык к кладбищу, здесь, видимо, уже никого не смущает. Оно частично заброшено, но кое-где еще есть могилы, куда приходят поставить свечу родственники умерших. Работы на этом объекте в самом разгаре, и строится он по всем правилам современного гостевого дома. Плитку укладывают впритык к реликтовым соснам, кое-где подрубив их корни. Таких примеров здесь много. Рассказывать о каждом нет смысла. Все они похожи одна на другую. Важно лишь то, что дальше так продолжаться не может. А чтобы изменить ситуацию, необходимо приступить к созданию карты границ заповедника, согласно которой и установить заграждение. Все это время, до сегодняшнего дня, начиная с той поездки, мы в какой-то степени изучали материалы, ситуацию и хотим определить реальные предложения и действия, которые можно сделать на сегодняшний день для предотвращения в дальнейшем вот таких незаконных построек. На наш взгляд, с учетом мнений также специалистов профильных, в срочном порядке нужно делать забор
ограду. Был вопрос у нас по картам существующим, насколько они точны для определения границ старых заповедника. Но на взгляд специалистов на данный момент можно начинать ограждение, да, строительство ограждений по старым границам, так скажем, по старым границам. Хотя карта нужна новая, то есть нужно привлекать специалистов, но это можно в среднесрочной перспективе делать. В ходе поездки выяснилась еще одна деталь. Руководство заповедника не может никак повлиять на ситуацию. Все полномочия переданы экологам, так что сотрудники охраняемой зоны, лишенные всех механизмов воздействия, обязаны лишь констатировать факт нарушения и передать информацию в управление экологии. Забор тоже здесь протяженность 16,5 километров. Но есть первоочередные участки, которые нужно огораживать, чтобы предотвращать въезд транспорта и исключить опасность разных чрезвычайных ситуаций, таких как, например, пожар. Не дай бог, чтобы он здесь произошел. Это будет трагедия, так как это один из немногих памятников природы, существующих у нас. Уже в самое ближайшее время члены парламентского комитета хотят встретиться со специалистами самого разного профиля, чтобы детально обсудить создавшуюся ситуацию. Каждый из них понимает, тянуть и дальше нельзя. Нужно спасти заповедник, и они готовы это сделать. Денис Фарш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. С 20 по 22 июня в Сухуми пройдет третий международный фестиваль Фазиля Искандера «Стоянка человека», который откроется вечером спектаклем «Софичка» в Русском театре драмы имени Фазиля Искандера. В спектакле участвуют студенты театрального института имени Щукина. Фестивалем предусмотрен ряд других мероприятий, в числе которых показ художественного фильма «Софичка» режиссера Киры Коваленко в эфире Абхазского телевидения. Тем временем в Москве в Русском пенцентре состоялась пресс-конференция, на которой был оглашен шорт-лист международной премии имени Фазиля Искандера в 3 номинациях – проза, поэзия и киносценарий. В числе номинированных, что особенно приятно, Ричард Чкадуа за сборник рассказов «Чан». Вручение международной премии имени Фазиля Искандера состоится в Москве в День города 9 сентября. В Центральном банке крови при Республиканской больнице сегодня во Всемирный день донора крови прошла акция «Мы одной крови», которую организовали Минздрав, Госкомитет по молодежной политике и информагентство и радио «Спутник Абхазия». День донора учрежден в 2005 году Всемирной ассамблеей здравоохранения. Ежегодно он отмечается именно 14 июня, в день рождения Карла Ландштейнера, австрийского врача, открывшего группы крови у человека. Рената Шакая продолжит тему. В настоящее время едва ли найдется такая отрасль медицины, которая не использовала бы для спасения жизни и здоровья человека метод переливания крови и ее компонентов. Существует определенная закономерность. Чем квалифицированнее больница, чем сложнее и современнее методы лечения, которые в ней применяются, тем больше расходуется крови для лечения больных. Для формирования достаточных запасов донорской крови на случай чрезвычайных ситуаций необходимы хорошо организованные службы крови. Эта задача может быть выполнена только путем привлечения всего населения и обеспечения наличия популяции доноров, готовых добровольно и безвозмездно сдавать кровь. Абхазскому банку крови сегодня необходим стабильный запас крови. Вот мы работаем с 2000 года, и с 2000 по 2017 год, конечно, тенденция идет к увеличению доноров кадровых. От 820 человек, допустим, в 2001 году до 1780 в прошлом, 2016 году. Необходимо 40 доноров на каждую 1000 населения кадровых. А что такое кадровые доноры? Кадровые доноры – это те люди, которые могут без ущерба для своего здоровья 3-4 раза в год сдавать кровь. И вот такое количество доноров должно быть. В Абхазии потребности в крови и плазме высока, учитывая количество ДТП. Например, в прошлом году было перелито почти 650 литров крови. Сейчас запасов осталось немного – 140 литров плазмы и около 40 литров крови. Приходя к нам, в наш медицинский центр, в лечебное наше учреждение, сдавая кровь. Донация – это
вы знаете, это дарение. То есть человек, который сдает кровь, он фактически дарит жизнь другому человеку. И поэтому это очень важно, это почетно, но это и жизненно необходимо. Председатель молодежной организации «Молодая Абхазия» Андрей Гудали рассказал о том, что несколько лет назад, когда с его близким другом произошел несчастный случай, ему и его друзьям пришлось столкнуться с проблемой донорства крови в Абхазии. С тех пор Андрей с друзьями периодически сдают кровь и проводит акции, чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме. Эта акция зародилась еще, наверное, где-то в 2012 году. Волей судьбы наш друг, наш сослуживец, мы тогда служили в армии, попал в беду, ему нужна была срочно кровь. И мы столкнулись с тем, что крови нету, все в панике, все ищут, кто кого-то обзванивает. А в таких случаях время – это очень решающий фактор для того, чтобы спасти жизнь человека. И к нам пришла такая мысль, а почему бы нам не сделать акцию «Я донор» и начать раз в год хотя бы сдавать кровь. По статистике, каждый третий житель планеты хотя бы раз в жизни нуждается в донорской крови. Быть донором или нет – это личное дело каждого. Но потратить полчаса в пункте переливания крови, чтобы спасти чью-то жизнь – это то, что может сделать каждый. Рената Шакай, Стамур Гошба, Абхазское телевидение. Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия объявляет о приеме заявлений лиц, претендующих на занятие вакантной должности судьи арбитражного суда Абхазии – 1 единица. Прием заявлений кандидатов на должность судьи осуществляется в Министерстве юстиции с 15 по 29 июня включительно. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается днем облачная погода, ночью и утром дождь. Температура воздуха ночью плюс 16-18, днем плюс 23-25 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.